بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я думал, с чего начать выступление. Джамааты разные бывают, разные ни'маты Аллах разным народам, разным людям дал. Я думаю, что я выступаю перед самым умным джамаатом, народом нашей республики, кому Аллах дал вот этот вот ни'мат. И из-за этого, я думаю, начну со слова Яхья ибн Муада, радиаллаху анху, где он говорит: «Ат-тафаккуру валь-и'тибару юхриджани мин кальбиль му'мини аджаиб аль-хикмати». Когда человек размышляет, думает много, в правильном направлении, вот из этого, говорит, сердце выходит, удивительные вещи, говорит, выходят. Вот много бывает мудростей, из этих мудростей, самые глубинки мудростей, они, говорят, выходят из того человека, который размышляет много, у кого голова хорошо работает. От этого человека, говорит, можно услышать слова, которыми мудрецы будут довольны. Вот бывает человек такой в определенных кругах, глупых кругах, он такой умный, на его слова реагирует и так далее. Но мудрец, если будет в этом кругу сидеть, ему смешно станет от того, что он говорит. Он-то думает, что он умные вещи говорит, а на самом деле он всякую ерунду несет. Вот тот человек, который много размышляет, его словами будут самые мудрые люди довольны. Они будут поражены его словами. Этим людям, много размышляющим людям, ученые, говорят, начинают подчиняться. Удивляются, говорят, им богословы, факихи, и поэты, они спешат выучить наизусть, записать слова вот таких вот умных людей. Вот к чему я вот эти вот слова привел? К тому, что вот в то время, во время, когда был Гази Мухаммад, Куддиса Сирруху и так далее, в Кумухе, в то время, мы знаем, источником ислама именно был лакский народ. Это же неспроста. То есть Аллах вашим предкам дал аклу. Это же генетика, она же сохранилась. Вы же потомки, получается, именно того источника ислама. Ахмаду Ямани, вы его все знаете, вот зиярат, есть его потомок пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из Йемена. Он был преподавателем Джамиатуль Азгара, самого главного университета в мире. Он там преподавателем будучи, переехал сюда, чтобы здесь преподавать в Кумухе. И в то время, оказывается, если у аварских, например, районах и в других народностях, если у коммунистов был один штаб, вот в лакских районах было по 27 штабов у коммунистов. Представляете, насколько сильная угроза для атеизма исходила именно от лакского народа. Акл у них было, размышляли, и их, например, слова их книги Сайфла Кади Куддиса Сирруху, Джамалдина Казика Мухсу Куддиса Сирруху и так далее, сегодня мы читаем, запоминаем и так далее. И вот неспроста же, вот, например, вы именно вот сегодня являетесь теми людьми, которые являетесь их потомками. И я к чему это говорю? Есть надежда, что именно вот кто вот сегодня здесь находится, они станут людьми, которые начнут возрождать именно память о своих предках. Вот Мухаммад Майрану рассказывал, что эта религия, она пришла такая одинокая, такой чуждой пришла. То есть не сразу все ее начали принимать. Сегодня, если мы так будем анализ делать, на маджлисах, например, просто одного района, здесь мечеть полная бывает. Здесь всего лакского народа мечеть полупустая она. То есть она как будто бы для этого народа какой-то чуждой эта религия стала. И у вас есть надежда, что именно вы станете теми людьми, которые вернете эту религию в тот уровень,
на котором эта религия находилась во время ваших предков, во время Джамалдина Казы-Кумухского и других великих, познавших Всевышнего Аллаха. Вот я к чему это все просто говорю.